В Назране усилены меры по оперативному решению проблем ресурсоснабжения. 23 июля по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова в городской администрации Назрани создан специальный оперативный штаб. Его задача – круглосуточный мониторинг ситуации с водой, светом и газом, а также немедленное реагирование на жалобы жителей. В функции данного оперативного штаба входит оперативное решение вопросов по подаче энергоресурсов. В частности, на сегодняшний день, как мы все знаем, на территории не только города Назрань, в целом Республики Ингушетия подается с перебоями вода в связи с большим потреблением и низким дебитом воды в трубопроводах. Но в целом по городу Назрань ситуация стабильная. Вода подается с перебоями. Это в Альтивском административном округе, это улица Медова, Свердловская, Санкт-Петербургская. Их там несколько улиц, по которым подается вода с перебоями. И в Гамурзиевском административном округе, это район 13-й школы, это 10-я линия улицы, 11-й, 12-й, 13-й линии улицы. В случае обращения граждан нами организовывается и подвоз воды. Больше всего обращений, как и ожидалось, связано с перебоями водоснабжения. Однако в администрации отмечают, по сравнению с прошлым годом жалоб стало меньше. Это результат масштабной работы по замене труб. С начала года в Назране отремонтировали десятки участков водопровода. С начала года была проведена работа в цели экономии воды по ремонту ветхих водопроводов, чуть более 6,5 километров трубопроводов. Это такие ремонтные работы, как вот замена ветхого водопровода 230 метров по улице Итазова. Это те работы были, которые проведены были в весенний период по улице Московской. Там было заменено трубопровода где-то более 200 метров. То есть были проведены локальные работы на самых проблемных участках, которые уже существовали уже, наверное, более 6-7 лет. Раз и навсегда мы закрыли с ними вопросы. Штаб работает в тесном контакте с аварийными службами и ресурсоснабжающими компаниями. И в основном жалобы не теряются в сети, а напрямую направляются ответственным лицам. Администрация осуществляет контроль на местах. В общем, система наподобие интерактивной карты. Это помогает выявлять проблемные зоны и планировать ремонты. За сутки, я скажу, поступает около 15-18 обращений. Например, вчера в связи с выходом из строя ТП, трансформаторной подстанции, на фабрике, как мы все знаем, у нас расположена артезианская скважина в районе рынка фабрика. Вопрос был очень оперативно решен. В течение часа был проведен ремонт и подача воды возобновлена. То есть ведется анализ по подаче воды и добыче, транспортировке по каждой арт-скважине. Все арт-скважины, которые расположены на территории города Назрань, они функционируют в полном объеме. Особое внимание отдаленным микрорайонам, где из-за изношенных сетей вода иногда подается по графику. Здесь на случай аварий задействуют резервные источники, а в перспективе включение этих территорий в программу модернизации. Адам Мережков, Хасан Евлоев, Магаз 24.